Но я надеюсь, все-таки недавно Зеленским было озвучено, что якобы Украина готовит пакет санкций совместно со своими партнерами. Это в частности, когда говорилось о партнерах, это Европа. Что будут санкции против помощников Путина. Хотел бы, уважаемые украинцы, вы здесь смотрите, еще раз обратить ваше внимание, что основным помощником после Китая является Казахстан, помощником Путина. Вот. И надо вот прекратить эти заблуждения, не говорить, что якобы Россия находится под Си, это не так. Они просто союзники, они совместно организовывают, по сути, борьбу коллективному Западу, они действуют вместе и взаимодополняют друг друга. Я хотел бы привести цифры, чтобы вы знали, объем торговли между Россией и Китаем сейчас составляет 240 миллиардов долларов. И основные объемы этого товарооборота составляют это нефть, различные минералы. И Китай вместе с Индией главный спонсор войны России против Украины. Китай вместе с Индией покупает основные объемы нефти, которые Россия отправляет на экспорт как Черным морем, так и по нефтепроводам. И сейчас ситуация такова, что даже различные минералы уже разворачиваются, идут в сторону Китая, и там таким образом делается переработка и обход западных санкций. Ну и вот что еще я хотел бы сказать, что в этой связи, безусловно, нужно давать правильную оценку и Китаю, и странам Центральной Азии. Главное – это Казахстан. Потому что Казахстан используется как территория различных поставок товаров через территорию Казахстана. Да, у России есть граничить через другие места с Китаем, но Казахстан наиболее короткий трафик, наиболее эффективный. Есть железная дорога, автодороги и так далее. Именно оттуда идут основные торговые отношения между Китаем и Россией через Казахстан. Ну и далее. То есть 9 мая уже четко Китай и Россия сказали и Америке, и Западу: вы нас друг от друга не оторвете, мы будем действовать вместе. То, что до этого было, скажем, все прикрывалось дипломатической риторикой, сейчас все четко и однозначно прозвучало. Поэтому, уважаемые друзья, все должны ясно понимать. Ну, во-первых, Россия не лежит под Китаем, это очевидно. Второе, союзники, Китай и Россия союзники, они будут противостоять коллективному Западу. Но, собственно, европейцы, я надеюсь, это понимают. К сожалению, не в полной мере офис Зеленского. Я так скажу, по реакции, как они хвалят Назарбаева, Токаева и поздравляют с различными праздниками, я вот вижу, что это, к сожалению, очень тяжело до них доходит, до офиса Зеленского. Ну вот, и что бы я хотел в этой связи отметить. На самом деле произошли кардинальные изменения, очень серьезные изменения. 8 мая министры иностранных дел Европы во главе с Верховным комиссаром по международным делам Кая Каллас собрались в Украине, где они заявили о создании специального трибунала, который будет судить Путина и его помощников. Конечно же, в большей степени прозвучало, что это высшее политическое руководство России, но я еще раз хочу напомнить, что помощниками Путина является не только высшее политическое руководство страны, но в первую очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и ряд людей, которые помогают обходить санкции. Имена их известны, мы в отчетах это озвучивали. Это первый момент, то есть вы понимаете, в условиях, когда Трамп предполагает, то есть организовывать какие-то усилия бесполезные, пытаясь умиротворить Путина, европейские руководители собрались в Украине и четко заявили, что они будут судить Путина и его помощников, и этот трибунал скоро начнет свою работу. Судя по всему, он будет зарегистрирован в Люксембурге.
И сейчас все факты будут стягиваться для этого вновь созданного трибунала. Ну и второе, очень важное событие. Когда 9 мая ряд руководителей, 27 руководителей различных диктаторских стран собрались вместе с Путиным в Москве, 10 мая с визитом в Киев приехали глава Великобритании Стармер, премьер-министр, президент Франции Макрон, новый канцлер Германии Мерц и четвертое — это президент Польши Туск. И впервые 4 руководителя своих стран, это ведущие европейские страны, одновременно приехали в Киев и сделали важные политические заявления. Это был не просто приезд, это ответная консолидация. Если 9 мая к Путину в Кремль приехал Си, президент Китая, и ряд режимов, которые четко показали, где они, с кем они. Ну, в частности, я хотел бы сказать, вот главы центральноазиатских государств, их пару лет назад собирал Трамп в Америке и пытался убедить, чтобы они не помогали Путину. Это тоже было очевидно, что это бесполезная встреча, и центральноазиатские государства, полностью опасающие Путина и зависящие от Путина, они все равно будут идти в фарватере политики Путина. Собственно, время это и подтвердило. И вот когда эти режимы собрались у Путина в Кремле, такая же ответная консолидация произошла в Киеве у Зеленского. И это не просто дипломатическая консолидация, это реальные действия. Реальные действия, ну, вы видели, что европейские министры иностранных дел заявили о создании спецтрибунала, который будет судить Путина. И главы 4 европейских государств заявили о всемирной поддержке Украины. И это не просто заявление, то есть даже сейчас Трамп был вынужден подписать согласие на поставку Германии средств противовоздушной обороны и других военных, скажем, средств ведения военной борьбы, войны, по сути дела. Вот. И теперь там же, в Киеве, главы 4 государств совместно с Зеленским сделали даже не заявление, они озвучили требования к Путину. И это требование до такой степени возбудило Путина, что он с субботы на воскресенье в 2 часа ночи вышел на некую так называемую пресс-конференцию. То есть Кремль, Путин четко поняли, что произошло. И ситуация буквально вот на ваших глазах будет сейчас быстро меняться. А произошло следующее. Главы 4 государств от имени европейских государств и плюс Украины сделали заявление и потребовали от Путина с 12 мая, чтобы было 30-дневное перемирие. Путин говорит о 3-дневном перемирии. На самом деле, как только она закончилась, сразу же на Киев пошли шахеды, ракеты и все прочее. То есть вот на самом деле четко показывающий, что Путин от своих намерений захватить всю Украину не отказался и не откажется. И после того, как главы этих государств озвучили свои требования, Путин вот сегодня ночью вышел и сказал следующее. Ну, во-первых, он там дал понять, что кто-то хочет запугать, требовать что-то, разговаривать с ним языком ультиматума, типа не получится. Ну, видите, он, то есть, демонстрирует, что он силен. Вот 27 государств приезжали в Москву, что он вместе с Си Цзиньпинь, лидером Китая, и, что называется, ему море по колено. Это был его первый месседж. Второе, он сказал, этот месседж был направлен в сторону, по сути дела, Трампа. Мы хотя написали, что в заголовке, что Путин унизил Трампа. На самом деле, очень точно российский известный политолог и экономист Илларионов сказал, что он плюнул, такой плевок сделал в сторону Трампа. Это правда, притом очередной плевок. Трамп
во-первых, свое мнение не высказал по поводу заявления глав европейских государств и Украины. Он промолчал. Ни Государственный департамент США не сделал заявление. Но как только Путин сказал, что предлагая собраться 15 мая в Стамбуле, без всяких условий провести переговоры, Трамп сразу разразился там коротким сообщением в Твиттере, где он сказал, что да, надо поддержать Путина по смыслу, и что тогда будет новая жизнь. Видите, он все время продолжает в ту сторону гнуться, хотя Путин его на самом деле унизил, или, как говорят украинцы, нож в спину, да? Нож в спину Трампа. Что сделал Путин? Путин в своем выступлении озвучил слова благодарности в адрес различных лидеров Бразилии, там, Вьетнама, Китая и все прочее, что они оказали ему помощь, самую различную, политическую, дипломатическую и так далее. И только в конце он сказал, что вот новая администрация, даже имя Трампа не назвал, новая администрация вот в последнее время тоже что-то делает в этом направлении. Ну, вы знаете, что на самом деле для Трампа это и плевок, и оскорбление, и унижение. Он же считает, что, как он говорит, если бы он пришел к власти вместо Байдена президентом, не было бы войны. Если бы он не он, то вообще бы там Третья мировая война была и так далее. А тут Путин, по сути, его унижает, называет совершенно второстепенные страны, которые якобы сделали вклад, поддержали Путина, поддержали мир, поддержали переговоры. Ну и вот там чуть-чуть, немножечко новая администрация США. То есть он его, по сути дела, уронил и унизил Трампа. Вот. Ну а в ответ мы видим, что Трамп все продолжает говорить, что давайте действительно проведите переговоры. Он уже сам не ведет переговоры. Он говорит, мы не можем по любому зову выскакивать. На самом деле это просто провал. С 20 января Трамп обещал договориться, все время говорил, что Путин вот-вот, все, он согласен на мир. И главы европейских государств и украинцы ему говорили, что это не так. Он все упрямо утверждал, но проиграл в итоге, полностью провалил переговоры с Путиным, провалил переговоры с Ираном, провалил ситуацию с Израилем и сектором Газа, когда он говорил, что вот будет рай у тех, кто живет в Газе. Почти 2 миллиона человек мы переселим, нарисовал какой-то проект, который тоже сдулся. То есть, как вы видите, международная политика непрерывно у него провалы. И внутренняя политика то же самое. Объявил торговую войну всему миру. Фактически он провалил все и продолжает, тем не менее, пытаться договориться с Путиным.